5 лет назад в Ленском районе был открыт бизнес-инкубатор. Напомним, учреждение было создано для того, чтобы оказывать помощь начинающим предпринимателям развивать свое дело. За год работы выпускниками бизнес-инкубатора стали 5 резидентов. Все они получили поддержку на начальных этапах. Сегодня бизнес каждого окреп. У предпринимателей появилась уверенность в своих силах. Теперь они готовы расширять границы своей деятельности уже вне зоны бизнес-инкубатора. Вообще бизнес-инкубатор оказывает льготную аренду помещений, оказывает хорошую поддержку для начинающих предпринимателей. Я думаю, что это отличная площадка для старта. Все наши выпускники продолжают работу, некоторые из них уже открыли филиалы в других регионах, то есть развитие. Конечно, не все компании жизнеспособны, но тем не менее определенный процент у нас выпускников продолжает работу, и это очень радует. Максимальный срок аренды 3 года. Предоставляется мебель, доступ к Wi-Fi, доступ к системе «Гарант». То есть вся база есть для того, чтобы начинающий предприниматель мог без рисков, с минимальными вложениями начать свою деятельность. Евгений Комарицын – выпускник 2022 года. Молодой человек на протяжении 1,5 лет арендовал помещение по льготной стоимости в бизнес-инкубаторе. Обучал детей и взрослых игре на гитаре, ударных инструментах и предоставлял услуги звукозаписи. Будучи резидентом, он получал полное бухгалтерское и юридическое сопровождение в организации. Бизнес-инкубатор, конечно, первоначальные какие-то шаги дает реализовать, дает попробовать, дает возможность попробовать, как это дело вообще пойдет оно как-то или нет, пускай небольшими там порциями, скажем так, бизнеса, но, в общем, дает полное ощущение того, насколько это нужно вообще людям или не нужно. Вот. То есть там символическая арендная плата, да, была? Да, конечно, льготные условия, то есть можно допустим, если есть основная работа, можно там не бросать основную работу, попробовать для начала это как коммерческое хобби. И дальше, если дело пошло, встаем на собственные рельсы и делаем, как большинство и делает. Для чего он и нужен, собственно, чтобы дать стартовое ощущение, как это свой бизнес вести. Получится, не получится. У меня все пошло, хотя немножко не в том направлении. Ну, то есть это уже у меня не коммерческий проект, это больше проект творческий. Вот. Музыкой Евгений занимается с подросткового возраста. Сначала она была для молодого человека просто увлечением. Шли годы, любовь к музыке крепла. Отношение к ней становилось все серьезнее. Появилось желание покорить сцену, и он покорил. Сегодня Евгения Комарицына знают все ленчане. С его творчеством знаком тоже каждый. Без его участия не обходится ни одно районное городское мероприятие. Его голос звучит всегда и повсюду. Или просто вновь родилась любовь. Как весна к нам пришла она. Исполняет Евгений в основном эстрадные песни, но душа всегда тянется к более неформальному, к музыке потяжелее и посложнее, к року. Уже 2 года Евгений работает вне бизнес-инкубатора. У него своя студия звукозаписи. Подобрался хороший творческий коллектив. Место репетиционное, место для саморазвития. Вот. Мы все-таки занимаемся здесь тоже и звукозаписью коммерческой, и учеников принимаем, продолжаем вот на гитару, на вокал. Барабанщик у меня тут занимается. Саморазвивается и снова обучает детей. Заинтересованный творчеством Евгения молодежи хоть отбавляй. Каждый парень мечтает научиться играть на гитаре. Группа у музыканта переполнена всегда. Есть основная работа, которую я тоже не могу оставить. Там у меня большое количество детей, которые хотят. Но кому-то также остается неудобно заниматься в группе, потому что в группе все-таки там много человек, каждому внимания не уделишь. Более-менее самостоятельные ребята приходят, я им задание дал, они делают, и я по очереди к каждому подхожу, что-то советую, что-то показываю. А здесь у меня немножко другой формат. Здесь приходит человек, и я час занимаюсь конкретно с этим человеком. Поэтому более продуктивно идет. И кому-то это больше нравится вот так, пусть даже на платной основе.
Все средства уходят на содержание студии и закупку музыкальных инструментов. Часто коллектив организует свои концерты. Несколько музыкантов GK песни пишут сами. Выходят на сцену всегда только со своим репертуаром. Я как-то перемешиваю каверы, либо им помогаю, там где-то беру их часть песен на себя, там, вот, чтобы это все как-то совместно смотрелось, да, чтобы более интересно, когда разные голоса. Когда один человек вышел, одну песню спел, это одно, а когда мы там куплет, припев разделили, допустим, это уже немножко более живо. Вот. Свои песни коллектив продвигает в сети, разрабатывает рекламу, чтобы как можно больше людей были знакомы с творчеством рок-группы. Евгений признается, что процесс долгий. Могут уйти годы, но к цели ребята идут уверенно, а значит, успех не заставит себя долго ждать. Мария Мамонтова тоже выпускник бизнес-инкубатора. Сегодня у девушки своя студия творчества. Стены бизнес-инкубатора начинающий предприниматель покинула только в этом году. Трудилась на базе учреждения 2 года. Когда под крылом находишься в какой-то организации, видимо, ответственность как бы ниже. Когда уходишь в свободное плавание, соответственно, начинаешь работать в полную силу, искать способы заработка. Аренда, соответственно, у нас в городе низкая. Ну и здесь проходимость, честно говоря, лучше, потому что бизнес-инкубатор не очень удачно находится территориально. Сюда народ ходит. И ребятишки с охотностью заходят на мастер-классы, и за рукоделием, за работой люди приходят, покупают подарки. Ну и мне как бы в центре гораздо удобнее. Сняла небольшое помещение в одном из торговых центров города и организовала там свой дизайнерский уголок. Именно так в своем репортаже я решила его назвать. Почему? Потому что здесь собрано огромное количество дизайнерских вещиц, которые сделаны руками рукодельниц Марии и ее единомышленниками. Украшения из бисера, изделия из кожи, сувениры из гипса и глины, вязаные игрушки, ароматные свечи в кокосовой скорлупе, ароматизаторы для дома и автомобиля. Пригласила девочек-рукодельниц, чтобы они могли реализовывать свои товары, тоже ручной работы. Они тоже самозанятые, выставились, и у них есть возможность показать людям, чем они занимаются. У меня возможность реализовать свои какие-то направления. Сама героиня нашего репортажа занимается 3 направлениями творческой деятельности: изготовлением свечей, организацией и оформлением праздников, а также проведением мастер-классов. Постоянно совершенствуется, проходит различные офлайн и онлайн-курсы, чтобы у клиентов было желание пользоваться именно ее услугами. Самый основной доход у меня идет, конечно, с оформления праздников. То есть организация свадеб, юбилеев, дней рождений, детских, взрослых. Это людей, конечно, тоже привлекает. Ну и мне, соответственно, доход, чтобы я могла содержать студию. Я этим занимаюсь 10 лет уже, но только сейчас народ стал понимать, что праздники – это не только вкусно покушать, да, пригласить, увидеть друзей, но еще и красивые фотографии на фоне фотозоны, чтобы был красиво оформлен зал, красиво оформлены столы. Только сейчас люди начинают к этому приходить. Оформление праздников, свадьбу свою оформила. Оформила свадьбу и пошло-поехало. То есть потихоньку 1-2 оформления в год, немного, ну, потому что работала официально, плюс маленькие дети. А потом затянула, начала обучаться онлайн, также с выездом была, офлайн обучение, получала дипломы. И решила все это уже официально вот так организовать. Темы мастер-классов постоянно разные. Рисование акрилом, изготовление свечей, украшения из натуральных камней, игрушек из ваты, роспись посуды, бокалов. Рукодельница готова взяться за любую идею, если позволяют возможности. Мария мечтает создать свою команду, пока это сделать не удается. Никак не получается найти сотрудников, которые бы заинтересовались творческим бизнесом. Приходится обходиться самой. Сегодня девушка готовится к очередной большой ярмарке, которая пройдет уже в преддверии Нового года. Если раньше требовалось на развитие бизнеса около 10 лет, то сейчас, мне кажется, это немножко ускорилось в связи с внедрением новых технологий, в связи с оптимизацией многих процессов. Я думаю, что процесс становления предпринимательской деятельности ускоряется. Конечно, есть проблемы. Это кадровые проблемы, очень сложно предпринимателям найти сотрудников. И вот даже наши резиденты сталкиваются с такой проблемой. Пытаемся решить, но не всегда быстро удается помочь в этом плане, конечно.
А так, в принципе, за 3 года можно вполне хорошо стартануть. Я думаю, что если человек активен, он заинтересован в своей деятельности, нашел свою целевую аудиторию, он, в принципе, имеет все шансы на рост компании своей. Анна Клюева – агент по недвижимости, тоже выпускник учреждения. Резидентом бизнес-инкубатора девушка стала в 2020 году. Зашла с проектом «Оценка предприятия и бизнеса». Опыт работы в этом направлении у Анны большой – более 10 лет. Я зашла сюда с целью как-то более развиваться, так скажем, да, получив еще несколько профильных образований именно в сфере недвижимости. Мы оказываем большой спектр услуг, да, вот я оказываю непосредственно большой спектр услуг, и вот именно оценка предприятия и бизнеса мне как бы была необходима. Анна предоставляет юридические услуги, оформление и сопровождение различных сделок, связанных с недвижимостью, от приватизации до составления проектов. Консультации у меня бесплатные, но и мне проще людям сказать, что если они могут что-то сделать самостоятельно, идите сделайте. Да, я вот вам покажу, расскажу, но сделайте это сами. Если люди что-то там не могут, то я уже подключаюсь и занимаюсь и приватизацией, и оформлением в собственности, и вводом в эксплуатацию, и оценкой. То есть и строительный контрольный надзор у меня есть. То есть как бы есть все, потому что вот как бы мне нужно было для работы, так скажем, да, для развития. Я несколько профильных образований по этим предметам прошла, и как бы теперь вот мы работаю, да. Занимается опытный юрист и оценкой недвижимости. Прежде чем заключить с ними договор на оказание услуг, я изначально прихожу и смотрю объект и оцениваю его, за сколько реально его можно продать. То есть как бы кто-то хочет много, кто-то хочет больше, и цены всегда вот у всех разные. И посмотрев квартиру, я ему говорю, либо да, я возьмусь, потому что эта цена нормальная, либо нет, хотите за эту цену, продавайте самостоятельно, потому что цена нереальная. Ну и, как правило, мои прогнозы в плане цены всегда стабильные, реальные и вот срабатывают четко. Услугами Анны пользуются многие ленчане, также крупные предприятия. Кого-то девушка консультирует бесплатно, с кем-то заключает договоры. За годы работы появились и постоянные клиенты. Анна рассказала, что бизнес-инкубатор очень помог ей на начальных этапах предпринимательской деятельности. Много интересной информации они дают для молодых, таких, которые еще в себе не уверены, вот именно предприниматели, которые только себя ищут и надеются, не понимая толком, что нужно сделать, они направляют. Очень хорошая мера поддержки, вот это именно бизнес-инкубатор. Бизнес-инкубатор Ленского района финансируется из районного бюджета. Учреждение уже показало свою эффективность. Малое предпринимательство начинает становиться на ноги, создают новые рабочие места, платят налоги, оказывают те услуги, которые востребованы населением. Сейчас в бизнес-инкубаторе Ленского района свободны 6 помещений. Руководство уверено, что уже очень скоро они будут заполнены.